Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочная весточка от вашей судьбы. О чем вы должны узнать именно сегодня, именно сейчас. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, что за весточку посылает вам ваша судьба. Я прошу высшие силы ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сделай жизнь силой воды моими руками, будет кровью, то, что было открыто, да, желаем слышать и узнать. Весточка. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. И если вы попали на эту отсыпку, значит здесь для вас есть ценная и важная информация. Смотрите, первая весточка касается вашего решения. Решение. Вот вижу, что вы приняли решение, причем как приняли, но не уверены. Вроде как на что-то решились, но не до конца. Вроде как согласны, но сомневаетесь. Вот в левой стороне. Здесь вы и еще один человек. То ли этот человек вам должен помогать, то ли ваше решение распространяется и на вас, и на этого другого человека. Смотрите, мои хорошие, не сомневайтесь, берите и делайте. Ваше решение, оно ведь не совсем ваше. Сейчас вам открою тайну. Видите, тут ангел стоит над вами, в ушко вам шепчет. Ваше решение вам нашептал ваш ангел-хранитель. Поэтому решение это единственно правильное. И если вы за что-то беретесь, вы на что-то решились, либо что-то вот сейчас должно случиться, и вы должны там поучаствовать, пожалуйста, делайте и не сомневайтесь. Для вас это очень важно. Это ваш ангел-хранитель вам посоветовал. Это ваш ангел-хранитель вас к этому подтолкнул. Поэтому решение абсолютно правильное. Как говорится, бери и делай. Бери и делай, и не жди. Не упускай время, не упускай эту возможность. Это единственно правильное решение. То, на что вы решились, действительно для вас очень хорошо закончится. Либо принесет вам максимальную, там, не знаю, выгоду, допустим, либо успех, либо результат, да, абсолютный. Поэтому не сомневайтесь, берите и делайте. Может быть, вам страшно, что вы берете на себя ответственность. Не только, да, за себя получается, но и еще за какого-то человека. Поверьте, тот другой вам еще спасибо не раз скажет. Ангел нашептал. Ваше решение правильное. Берите, делайте и не сомневайтесь. Судьба вот так вот, смотрите, кулачки сжимает за вас и говорит: давай, делай. Делай, все получится, это правильно, все хорошо закончится. Так, дальше. Весточка от судьбы. Мероприятие большое, праздничное. Это может быть чей-то день рождения, юбилей. Это может быть свадьба. Крестины могут быть, может быть даже какой-то корпоратив, да, когда люди вот всем коллективом куда-то выезжают, что-то отмечают, либо просто вместе проводят время. Смотрите, вам туда обязательно нужно ехать, просто обязательно. Если вы с покалеченной личной жизнью, либо с отсутствующей личной жизнью, вот вам прям не просто ехать, первой нужно быть, как на входе там, в автобус, либо в транспорт. Здесь вы кого-то встретите, причем такого классного, такого замечательного, душу отведете. Понимаете, этот человек вас перезагрузит. А у кого-то прям очень серьезные отношения пойдут, а у кого-то легкий роман. Но вам нужны эти отношения, вам нужен этот человек. У него очень классная энергетика, вам идеально подходит. Энергетика этого человека вас исцелит. Понимаете, исцелит. Вам легче станет, вот эта болька уйдет, тоска уйдет, грусть уйдет, ваша отрешенность уйдет, ваше вот это отшельничество уйдет. Этот человек вас зажжет. А у кого-то отыграется, у вас будут прекрасные, серьезные взаимоотношения. Любовь
пара замечательная вы будете, и семья, брак со всеми вытекающими. День рождения, юбилей, крестины, корпоративные мероприятия, либо какой-то большой-большой там праздник, где собирается очень много людей. Обязательно нужно идти. Обязательно идите. Там вас уже ждет ваш будущий парень, либо, если смотрит меня мужчина, ваша будущая девушка. Этот человек вам нужен. С родной для вас энергетикой. Энергетика, которая вас исцелит. Так что идите, обязательно идите. Кувшинчик, который перевернулся. Но это что-то со здоровьем связано. Как выплескивается ваше здоровье, проливается в землю ваше здоровье. Где-то вы себя не жалеете, в чем-то себя не щадите. Мало спите, плохо едите, много тяжело физически работаете, а кто-то много усиленно тренируется, так что организм не успевает восстановиться. Понимаете, мои хорошие, ваше здоровье, ваше полноценное здоровье именно сейчас в ваших собственных руках. Вот как вы с собой будете поступать, как вы к себе будете относиться, вот так в будущем вы будете жить. Не теряйте свое здоровье, храните его, берегите его, укрепляйте его в конце-то концов. Вы поймите, мы не биороботы. Мы живые организмы, которые тоже подвержены и всяким поломкам, болезням, износу. Нельзя так с собой. Родные мои, я понимаю, что жизнь тяжелая. Сейчас эти огороды, скорее всего, урожаи, либо ремонты, да, люди обычно делают. Поймите, вы сейчас надорветесь, а дальше что? Ну вот что дальше? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот здесь четко показывают кувшин, да еще и влево повернулся. Это значит, что вы прям совсем об этом не думаете. Либо вы понимаете, что вам тяжело, вы страдаете, тело ваше страдает, а вы такая: да ладно, и не такое было, да, либо а кто ж мне сделает? Слушайте, ну вот с этим надо обязательно прекращать. Прекращать, понимаете, прекращать. Берегите себя, берегите и укрепляйте свое здоровье, а не тратьте и не губите его. И еще, есть у меня здесь зрители, у которых что-то болит, и болит уже давненько, а вы все так ручкой машете, отмахиваетесь, может быть, ну максимум там обезбол принимаете, само пройдет, да, там, этот лопушок приложу или подорожник, авось поможет. Слушайте, ну вот абсолютно, ну не хочу вас ругать, не хочу, чтобы вы на меня обижались, но это абсолютно безалаберное отношение к самому себе, к самой себе. Мои хорошие, мы живем в такое время, когда люди, вон, как туристы в космос летают. Вы серьезно? Технологии, медицина. Да идите вы в эту поликлинику, идите. Пусть вам обследование сделают, пусть выявят причину, пусть полечат. Ну зачем? Зачем терпеть боль? Зачем надеяться на этот авось? Ну серьезно. Но нельзя, нельзя. Здоровье вы теряете. Видите, в левую сторону проливается ваше здоровье. Вот этот кувшинчик – это ваше здоровье. Проливается, вы его тратите. Просто так тратите. Нельзя. Нельзя. Займитесь, пожалуйста, собой обязательно. Обязательно. Не для кого-то, не для кого-то, для себя. Вас, видите, судьба просит. Уже сама судьба говорит: ну что ж ты делаешь, да? Ну жалься ты над своим телом, жалься над своим здоровьем, да? Ну нельзя, нельзя так, мои хорошие. Ну я надеюсь, кому надо, тот услышал, и очень буду рада, если вы прислушаетесь. Да, тогда моя миссия будет выполнена, и мое видео не напрасно выйдет. Так, еще судьба вас предупреждает о людях, которые зайдут справа, скорее всего, знакомые, либо родственники, да? Люди, которых вы хорошо знаете. Зайдут справа и будут хитрить. Вот так, знаете, как ужики на сковородке, да, изворачиваться, хитрить. Что-то эти люди хотят от вас. Скорее всего, получить, взять. И так, чтобы, знаете, с концами. Могут прийти знакомые, денег попросить, долг. Могут родственники обратиться с какой-то просьбой. Да, кто угодно, да. Вот знакомый человек, что угодно могут попросить и что угодно могут пообещать. Но по факту потом вы ни этих людей не увидите, ни то, что вы им дали. Да, вплоть до того, что
родственник не хочет возвращать вам деньги и просто исчезает из вашей жизни. Вам, может быть, эти деньги и вы готовы простить, да? Вам родственник нужен, либо родственница, а человек от вас начинает прятаться. А человек начинает убегать, понимаете? Не хотите потерять друзей, не хотите потерять родственников, ничего им не давайте. Придумайте любую причину и ничего не давайте. Еще раз говорю, даже если вам вещь не нужна, и вы понимаете, что я назад просить не буду, и даже если вы скажете, что мне возвращать ничего не надо, человек все равно будет от вас потом прятаться, ему будет просто стыдно смотреть вам в глаза, да? Будет от вас прятаться, и человека вы потеряете. Это случится буквально вот на днях, может быть, там ближайшие там, 3-7 дней. Будут приходить и будут просить знакомые, друзья, родственники. Поэтому лучше не дать, чем вы этих людей потом потеряете. Так, чуть выше, работа. А вот с работой проблема. Вернее, на работе проблема. У кого-то с работой, а у кого-то на работе. Но давайте у тех, у кого с работой проблема. Мои хорошие, здесь очень четко показано, вы себя оценить не можете, либо у вас слишком заниженная самооценка. Вы готовы на любую работу, на любую, да, лишь бы это была работа, хоть за еду, да, за миску супа. Но это неправильно, поэтому и найти вы не можете. Когда люди видят, например, вас, видят ваше резюме, понимают ваш уровень знаний, профессионализма, ваше образование, ваш предыдущий опыт, у них просто шок, и они не понимают, почему такой супер классный специалист, хорошо образованный кадр, да, ищет вот такую низкооплачиваемую работу. Да, людям не вдомек, что вам кушать нечего, да, либо вам любая копейка важна, нужна цена в конце концов. Вот. Не занижайте себя, хотите найти работу, метьте повыше, будьте посмелее и именно с высокой зарплатой на высокие должности подавайтесь. Там вы быстро работу найдете. Быстро, понимаете, даже вот вижу несколько предложений. Смотрите, птицы стремительно летят на вас. А птицы откуда летят? Сверху летят на вас. Слева сверху. Смотрите, слева сверху птицы. Высокооплачиваемая работа, большие деньги, большие должности. А если бы снизу, я бы сказала, ну нет, вот там, где ищете, найдете. Повыше планочку так задирайте, да, повышайте ставки, и это сделает вашу игру. Вы найдете работу, найдете. Только себя не унижайте и не соглашайтесь на любые там копеечки, да, на суп не соглашайтесь. Наоборот, выше надо. Там внизу для вас ничего нет. Просто это даже абсурдно. Да, человек там вуз окончил, человек там проработал, квалификация, переквалификация, большой опыт работы, серьезные, может, организации, ответственность, да, и человек ищет самую вот низкооплачиваемую. Ну, понятно, что у людей там разрыв шаблона происходит. Такой маленький квантовый взрыв. Они думают, как? Что-то с этим человеком явно не так. Да? Лучше от греха подальше на работу брать не будем. Вот до такого даже доходит. Ну, а если вы уж принципиально решили простую работу, тогда не пишите свой опыт, не пишите о своем образовании. Ну, иначе так вам ничего не найти. Палка о двух концах, понимаете? Вы готовы на любую, а вот любую вам не дают. Как только повысите ставки, сразу вон птицы летят, сразу две, кстати, прилетят. За вами прилетят оттуда, сверху. Так что пробуйте. У кого на работе проблемы, но здесь, очевидно, вас выживают. Вас боятся и вас выживают. Вы делаете очень сильную конкуренцию, очень бестолковым, безответственным и таким, знаете, подхалимистым людям. Вы им делаете конкуренцию. На вашем фоне эти люди выглядят просто, ну вот, не знаю, какой сорт, низший, наверное, да. Не разбираюсь я в сортах, знаю, что есть высший, средний или как там. Но это просто отбросы. Да? На вашем фоне это отбросы. Они вас очень боятся. И еще у кого-то отыграется, что на ваше место хотят своего человека привести. Такого же тупенького, никчемного и такого же подхалимистого. Да, может даже родственничка привести, либо знакомого человека. И вас просто вот выдавливают, выщимливают вот такими методами
пытаются от вас избавиться, довести вас до состояния, когда вы пишете заявление о собственном желании, либо просто выходите и хлопаете дверью. Очень, очень скверная ситуация. Хотелось, конечно, сказать хуже, но не буду. Мои хорошие, что делать? Терпеть. Терпеть. Не стоит сейчас лишаться работы, не стоит подыгрывать этим нехорошим людям. Почему не стоит? Потому что у вас буквально вот к концу лета, конец лета, начало, середина осени, там будет чистка. Причем чистка глобального формата и масштаба. Всякую такую вот шваль просто вот вычистят, вынесут, и назад им дороги не будет. А вы останетесь, еще и повышение получите. Понимаете, о чем речь идет? Надо потерпеть, мои хорошие. Если прям очень-очень сильно донимают на своем рабочем месте, ну, где вы работаете, там, может быть, вы на производстве работаете, защитный псалом, оберег, да, ходите, носите с собой. От вас не убудет, а псалом будет вас защищать, оберег вас будет защищать. Надо потерпеть. Надо просто потерпеть. А кто у меня хочет бизнес открыть? Либо уже открыл, но как-то дела не очень. К осени у вас все придет. Осень вообще для вас золотая будет во всех смыслах этого слова. И бизнес ваш пойдет, а у кого-то прям выстрелит пушка, бомба, петарда. Вот. Но клиенты пойдут. Да, раскрутитесь к осени, если уже открыли. Осень золотая у вас идет. Прям вся осень золотая. Золотая осень переходит в золотую зиму. Подождать надо, подождать, пока руку набьете, пока поймете. Вы, кстати, к осени уже как рыба в своем бизнесе будете как в воде плавать. Ну, а кто-то как раз-таки к осени сможет собраться силами и открыть свой бизнес. Потихонечку, да, откроете, и все пойдет. Осень золотая во всех смыслах слова. Так, дальше, мои хорошие. Человек, с кем вы решили расстаться. Расстаться, да, вы хотите расстаться? Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы давно вместе и уже надоел, хуже, чем горькая редька. А у кого-то отыграется, что вас раздражает, что человек ничего не хочет, ничего не делает. Вот так живет, как бабочка-однодневка. День прожил, и слава богу, да. Вот такое вот отношение, и вас, конечно, это обижает. Вы хотите большего, вы хотите более серьезного, а человек вам этого просто не дает. Не дает. А кто-то живет как кошка с собакой, да, как то кошка-собака, то просто чужие друг другу соседи. Тоже надоело. Ведь тепла хочется, любви хочется. Зачем это? Зачем это раздражение ежедневное? И вы вот думаете, что вот все, расстанусь, да, все, я тебя брошу, да. Вот такие мысли у вас идут. Смотрите, во-первых, тот, кого вы хотите бросить, он вам судьбой данный, либо она вам судьбой дана. Мужчина и женщина одинаково предсказание. Это первый момент. Второй момент. Это не так-то просто взять и расстаться. Это вы сейчас сгоряча так думаете. Не так-то это все будет просто. Опять же, судьбой дан человек, вы повязаны. И этот человек вам еще пригодится. Либо этот человек еще свою миссию в отношении вас не выполнил. Понятно, что вы все разные, у каждого будет по-своему, каждый по-своему отыграет эту ситуацию. Но вижу, что этот партнер, которого вы считаете никудышным, негодным, либо уже задолбавшим, если честно, он еще вас удивит. Придет тот день, придет тот час, когда вы так и скажете: я самая счастливая, потому что ты рядом со мной. Чем-то удивит, что-то грандиозное сделает. Это по судьбе идет, да, должен сделать для вас. Поэтому дело, конечно, ваше, но я не вижу, что получится расстаться. Не вижу. Может, даже и заявите, может быть, даже так и поссоритесь сильно, но все равно потом опять восстановитесь. Но вы повязаны, понимаете, повязаны. Я вижу, что вы очень много вложили в этого человека и вкладываете по сей день. И, возможно, человек даже живет как-то за ваш счет. Но поверьте, придет тот день, придет тот час, когда человек вам сторится и вернет все, что вы в него вложили. И не только чувства, эмоции, но еще и другое. Вот, так что
Вы, конечно, думаете сами, но вот вижу, что вы повязаны. Так, еще. Здесь желание, у вас есть желание, какое-то желание очень важное для вас. Так, смотрите, еще вижу какое-то место необычное, как место силы, намоленное место, чудотворное место. Вам туда хочется поехать, либо вас туда кто-то зовет, а вы все собираетесь и доехать не можете. То времени нет, то приболели, то какие-то другие дела у вас появляются, то человек, может быть, который обещал вас отвезти, ну, грубо говоря, пропадает. Мои хорошие, вам туда обязательно нужно. Туда обязательно, смотрите, какая там огромная рыба плавает. Это не просто рыба, это рыба-луна. Она вам все исполнит. Вот ваша просьба, ваше сокровенное желание, оно исполнится. Особенно если касается детей, особенно если касается каких-то болезней и еще, скорее всего, вот семейности, да, семейной жизни. Поезжайте, поезжайте. А знаете, почему у вас не получается туда доехать? Вас туда негатив не пускает, негатив, который на вас есть. Не пугайтесь, это не обязательно порча, это не обязательно какие-то проклятия. В жизни, в процессе жизни мы очень много и сами можем негативить, там, злиться, обижаться, кричать, в конце концов, выходить из себя. И тем самым мы к себе привлекаем этот негатив, мы в себе его растим, взращиваем. Понимаете, негатив вас туда не пускает. Ну, понятно, что если вы поедете, исполните свое желание, свою мечту, вы же счастливой станете, либо счастливым. И негатив, он куда деваться? Уходить придется, да? Не будет ресурса, не будет возможности и дальше жить в вас и процветать. Поэтому сами вот соберитесь, сами едьте. Ну, либо этого человека вот в охапку, да, и все, и поехали. Обещала, поехали, все. Место невероятное, невероятное. Вы там душой отдохнете. Вы после посещения этого места, вы даже заметите, вы гораздо лучше станете спать. Вам сны красивые будут сниться, вы душой радоваться начнете, как-то даже по-другому на мир смотреть станете. Раздражение уйдет, обидчивость, плаксивость уйдет, все уйдет, все уйдет. Попробуйте, едьте. Даже не просто пробуйте, едьте. Там все исполнится. Там благодать на вас сойдет, понимаете? Смотрите, святое место. Место силы. Может быть, какой-то храм. Может быть, поклониться какой-то чудотворной иконе. Мощам чудотворным. Купели могут быть. И поезжайте, обязательно поезжайте. Это же для вас. Для вашего блага, для вашего счастья. Едьте, обязательно едьте. Так, кому-то небеса посылают женщину. Женщина строгая, но невероятно справедливая. Сильная женщина. Женщина, у которой жизнь удалась. Вам посылают эту женщину в качестве покровителя либо подруги. А может быть и покровителя, и подруги. Да, два в одном. Мужчины и женщины тоже одинаково предсказания. Сначала вы как-то к этой женщине отнесетесь, посчитаете, что какая-то грубая, заносчивая, а потом эта женщина для вас что-то сделает, либо в чем-то вам поможет. И у вас как глаза откроются, вы скажете: да нет, она такая и есть, она строгая, но справедливая. Женщина, как, знаете, вторая мама, либо как старшая сестра. Вот такая женщина. Женщина, которая живет очень хорошо. У нее жизнь вот удалась в прямом смысле слова, хозяйка жизни. Эта женщина, она что-то к вам почувствует, что-то вас увидит и будет вам помогать, потому что вы ей станете симпатичны, потому что вы ей понравитесь, проникнется к вам и очень многое для вас сделает, и ничего взамен не попросит. Вот в таком ключе идет информация. Посланница небес — это женщина. Не думайте там, что вы ей что-то будете должны, либо там мужчина может напрячься, скажет: вдруг она там от меня интим потребует, да? Чего это она мне помогает? Нет, это посланница небес. Вы ей симпатичны как человек, а может быть, кого-то ей напомнили. И будет помогать просто так, за спасибо, за спасибо. Очень многое для вас делает. Встречайте, она уже где-то в пути и уже к вам приближается.
Вас либо кто-то познакомит, ну, либо в каком-то месте людном познакомитесь. Но женщина, конечно, очень крутая. Так, девушка косы заплетает. Это к замужеству. Заплести косы — это к замужеству. Кому-то из моих дорогих зрительниц замуж пора. Да, замуж пора. Смотрите, вы все разные. Кто-то встречается, кто-то еще и не встретил своего суженого, ряженого. Но косы вы уже заплетаете. Скорое замужество. Либо очень быстро замуж выйдете, то есть вот от момента знакомства с будущим мужем до самого там процесса этого регистрации очень короткий срок. Ну, либо парень уже готовится к тому, чтобы сделать вам предложение. И так и скажет, что ждать не могу, вот тебе кольцо, вот тебе мое сердце, вот тебе моя душа на блюдечке, давай завтра в ЗАГС. Да, в таком ключе может быть. Ну, косы заплетаете, замуж скоро, совсем скоро. Как-то скорая свадьба, да, скорое замужество вас ждет. А, кстати, еще может говорить о том, что вы, например, забеременеете. Мужчина такой: о, все, это знак, идем в ЗАГС. Вы, либо, может быть, даже кто-то из ваших девочек, дети, да, дочки, внучки, сестры, ну, заплетает. Так, в самом венце показывают вас. И показывают вас очень необычным человеком. Тройка, единичка. Тройка влево смотрит, единичка вправо. Вам ни в коем случае нельзя идти чужими дорожками. Вам ни в коем случае нельзя ни за кем ничего повторять. Ваш путь, либо ваш счастливый путь, успешный путь в ваших руках, когда вы сами собой являетесь, когда вы неповторимы, когда вы индивидуальность, когда вы ни на кого не оглядываетесь, а делаете так, как считаете нужным. Вот здесь как успех вас поджидает, как гарантирован вам успех. Причем в любом деле, в любой ситуации. Не смотри на других, будь сама собой, иди своим собственным путем. Да? Будь креативной, будь открытой, будь смелой. За другими не смотри, тройка влево уходит. Чужой опыт, он и есть чужой опыт. Вам нужен свой. Либо вы и сами все знаете, да, у вас лучше получится, чем у других. Да, вот такой совет. Быть самим собой. Быть открытым, быть креативным и быть очень смелым. Тогда единичка всегда будет с вами и в вашей правой руке будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.